Уважаемые школьники, продолжаем наш дистанционный обзор. Будет сегодня анализ доклада Герасимовой Лидии. Она уже ученица, может, даже уже закончила. 10 класса была в прошлом году, может, 11 в этом году. Укрепляющие действия витаминного чая из шиповника. Она ученица Маинской средней общеобразовательной школы имени Ларионова, Мегана Кангаласского вуза. Цель ее работы – это показать, как укрепляющие действия витаминного чая и шиповника на организм школьников. И что мы видим в этой работе? Она смотрела ботанические аспекты, показала, когда лучше собирать шиповник, и пользу шиповника расписала от укрепления иммунитета до быстрого заживления ран. Приготовление витаминного чая расписала, что сухие плоды шиповника измельчают в блендере, и потом их заливают в термос горячей водой, настаивать 30 минут и процеживать. То есть она показала вот такую классическую технологию, как делать чай. Мы видим на презентации качественное определение аскорбиновой кислоты, то есть там есть химические аспекты. Она показала реакцию с нитратом серебра, с красной кровяной солью, с раствором йода, и мы видим разные цвета дифференциации. Это ее такая химическая компонента изучения свойств витаминного чая. Дальше самая такая важная часть, что она показывает заболеваемость ОРВИ школьников, которые участвуют в эксперименте. Значит, 3 группы у нее детей с ослабленным здоровьем, сильно загруженные школьники, которые обучаются в различных школах, кружках и так далее, и дети малоимущих многодетных семей со скудным рационом питания, как она назвала. Вот тут вот пожелание прямо сходу, что необходимо, чтобы была контрольная группа, то есть дети с обычным здоровьем, с обычным питанием, занимающиеся обычной школой. То есть, это так называемые контрольные группы, от которых можно писать. Я потом в дальнейшем по этим 3 группам все-таки не нашел динамики заболеваемости, но здесь показывается сравнение с заболеваемостью школьников, которые участвовали в эксперименте в Маинской школе Ларионова, и контрольную группу — это просто дети Маинского лицея и Маинской школы имени Охлопкова. То есть данные общестатистические не приведены, хотя я считаю, что участвующие в эксперименте и контрольная группа, здесь надо было подобрать, наверное, более ровное сочетание, то есть посмотреть, сколько там детей малоимущих, соотношение занимающихся в специализированных кружках и так далее. Если разные соотношения, то порой это условное некое сравнение, хотя порой цифры вроде бы показывают, что экспериментальная группа не посильнее, то есть качественные показатели больше, например, 12% заболевших и 7%. Видно, что здесь разница больше, чем 15-20%, это тоже показательно, но все равно по частоте методического эксперимента могут иметь вопросы на определенном уровне. Теперь показатели сдачи ГТО 4 классов, параметры, которые приведены, по классам приведены, и показано, что с каждым годом происходит улучшение характеристик. Но опять же это показывается 4 классы, которые прошлогодние, и 4 классы, которые этого года, они могут иметь различные параметры здоровья. Даже известно, что более здоровые поколения, менее здоровые поколения, поэтому так их сравнивать оптом, это достаточно проблематично. Может, в целом они стали общие более здоровые. Это не зависит от тех факторов, которые изучаются.
Ну и то же самое по остальным классам, хотя видно, что старается анализировать, и работа такая многофункциональная, очень много аспектов. Самое ценное то, что показали эффективность применения чая для того, чтобы понизилась заболеваемость КОРВИ. Я не думаю, что многие дети у себя дома потом в дальнейшем пьют этот шиповник, чай, а то, что в школе это происходит, и им там какой-то объем выдают, это очень-очень полезно. То есть это укрепление здоровья, и порой родители, может, не знают или им некогда, но вот то, что школа этим занимается, это очень прекрасно. То есть вот такие школы достойны уважения, и то, что такие вот проекты происходят, и ими руководят старшеклассники, это очень полезно. То есть это исследовательский аспект здесь, конечно, имеется, есть определенные вещи, которые можно улучшать, но вот самое основное это то, что проведен большой объем, и вот эти все группы, которые в качестве эксперимента, это же те группы риска, которые, своеобразные риски, конечно, и, соответственно, школа над ними шефствует, это очень-очень хорошо. Видимо, объема витаминного чая, собранного летом, достаточно много, и, соответственно, в течение учебного года или в определенные периоды эта поддержка очень-очень сильна. То есть я считаю ценность этой работы именно вот такой практикоориентированном направлении. Может быть, с позиции большой науки, фундаментальных аспектов здесь есть, наверное, более сильные работы в секции, но вот то, что проводятся такие полезные для здоровья мероприятия, это очень хорошо. Герасимова Лидия молодец, и тут я вижу большая группа руководителей, это и учителя химии, и мастер производственного объединения, и даже Белецова Валентина Ивановна, кандидат сельхознаук, которая тоже примерно вот эту методическую основу, наверное, составила, и полезность тоже от этого совместной работы этих людей очень-очень высока. То есть я вот так оцениваю эту работу.